У Сталина была охрана, которая сопровождала его на всех выездах, и на рабочих местах, и в местах отдыха. Она называлась «девятка». Поэтому по этой девятке и наше 9-е управление, это теперь 9-е называется, потому что нас 9 было. 3 поста с ним выезжали. На каждый пост по 2 человека. 6, 2 прикрепленных, 8 и Власик 9-й, начальник управления. Но только учтите, вы кинофильм Сакурова смотрели? Вот это Ленин. И не смотрите. Нечеткие кадры, все смазано. И надоедливая охрана, и везде все подсматривающие, подглядывающие. Мы охраняем ему не надоедали. Он посты наши знал и нами не тяготился. У нас 2 огорода было, были хорошие сельскохозяйственные работники. Они же ведь арбузы выращивали. Ведь было так много, что вывозили на Смоленскую. Знаете, вот этот МИД-то здесь с угла. Я не знаю, сейчас он там, а там был гастроном, и там в овощном наши арбузы продавались. Он тоже любил ходить и так вот выкапывал эти грибы. И что характерно, я шел и нечаянно наткнулся, вот такой гриб белый. А это привезенные специально вот эти рабочие, парковые считались рабочие, которые так узнали его интерес к грибам, привезли и насадили везде грибы. Когда рабочий работает в парке, то обычно сотрудник должен присутствовать. Мало что они делают, ну так. И вот мой друг Петров, он говорит, я стою, одна мысль гложет. Вот он идет спокойно, так, а у меня мысль одна гложет. Сейчас подойдет, я поздороваюсь, Я, говорит, не успел подумать, а он уже, здравствуйте, товарищ сотрудник. Я, говорит, опешил, здравия желаю, товарищи, жалитесь. Дача ближняя охранялась очень хорошо. Техника самая современная по тому периоду. Это пересекаемые лучи. Даже заяц там прыгнет уже на пульт. То есть электроника. Мне докладывают, что охранник, постовой, так скажем, нашел на дорожке у дачи на ближней пулю, которая воткнулась немножко, так с полсантиметра, и торчит большей частью своей. На солнце блестит. Опросил товарища, кто слышал выстрел? Никто. Все посты опросил, никто. Посмотрел, убедился, что пуля винтовочная и была на излете. То есть она уже потеряла убойную силу. Если бы она ударилась в руку, так было бы немножко больно, больше ничего. Вот. Ну, конечно, первое, что баллистическая экспертиза. Через короткое время они мне дали заключение, что пуля выпущена из винтовки с Воробьевых гор. На высоком берегу Москвы-реки, на Ленинских горах, сооружается новое 26-этажное здание для Московского государственного университета. Здесь широко применяются индустриальные методы строительства. Новейшие механизмы значительно облегчают труд строителей. Оказывается, использовались при строительстве университета заключенные. Это подразделение охранялось солдатами. При смене этого караула положено разрядить и выстроить. Это всегда так. Это такой ритуал существует. И вот один из них раз и выстроил. И вместо шажка обычно пустого, потому что там не должен быть патрон, а там его предшественник патрон не вытащил. И пуля полетела. Мне где-то в сентябре, в ноябре ветки мандарин, знаете, так большая ветка с листьями, и, значит, мандарины спелые или апельсины, это заколачивалось в ящик, и он, значит, присылал мне. Я была
Потом, когда я пошла в университет, этого чекиста сняли от меня, потому что я просила отца, я не могу ходить в университет с чекистом за мной. Ну что ж, сказал он, ну хорошо, ну черт с тобой, пускай тебя убьют. Вот так он, такую шуточку. Ну черт с тобой, иди, пускай тебя убьют. Ну не знаю, так полусмеясь. Ну ничего, меня как-то не убили, ничего. Конечно, все знали в университете, кто что. Но какие-то вот ангелы-хранители хранили. С сыновьями он был строг, потому что грузины всегда хотят от сыновей что-то такого, знаете, очень много хотят от них, чтобы были примером другим и так далее. Но, к сожалению, его сыновья как-то не проявили себя так, как бы ему хотелось. Он все время все-таки тыкал их мордой во все эти дела, понимаете? Как отца, допустим, когда он отцу говорил, что ты никакой не Сталин. Ты это себе заруби на носу на всю жизнь. Ты никакой не Сталин, и я никакой не Сталин. Сталин — это нечто другое. Сталин вон там, а я твой отец, а ты мой сын. Говорил же, Светлане сколько раз говорилось по поводу там, того, что ты дармоедка, ты думаешь, что тебе все. Светлана, которая жила достаточно скромной жизнью, шага не могла шагнуть так, как ей хотелось очень много лет. И Яша его не устраивал со своими женитьбами, самоубийствами, своей, в общем, такой скромностью какой-то и так далее. Не потому что он хотел, чтобы они были нескромными, но он хотел, чтобы вот они какими-то были, какими они тоже не знали. Какими бы он хотел их видеть. Они же тоже этого не знали, понимаете? Пойди пойми. Поэтому мне кажется, что они получают все-таки от него больше зуботычин, чем такой отцовской ласки, любви. Но Светлана, ей кажется, что она что-то получила на фоне всех остальных, наверное. Ну, я была, так сказать, любимица. Но также потому, что в школе я хорошо училась, и так что до 16 лет я его ничем не огорчала. И он был очень доволен. Но он очень следил, если вдруг что-то он на мне видел и спрашивал, это что, заграничное? Я говорила, нет. Ну, хорошо, если сделано у нас, хорошо. Потому что он не любил, чтобы носили заграничные. Или там духи, не, боже мой, духи, там позже, когда мне было уже за 20 лет. Там, конечно, ни пудры, ни духов, ни губной помады, ни маникюра. Это он очень на это реагировал. Как на ненужное, понимаете, ну к чему это себя украшать, так сказать, и так хороши. Преподавателю, товарищу Мартышину. Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Отвечаю с большим опозданием ввиду перегруженности работой и прошу извинения. Василий – избалованный юноша, не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких руководителей, нередко нахал, со слабой и, вернее, неорганизованной волей. Его избаловали всякие кумы и кумушки, то и дело подчеркивая, что он сын Сталина. Если наглец Василий не успел еще погубить себя, то это потому, что существуют в стране такие преподаватели, которые не дают спуску капризному Борчуку. Мой совет – требовать построже от Василия и не бояться фальшивых шантажистских угроз капризника насчет самоубийства. К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием, но обещаю время от времени брать его за шиворот. Иосиф Сталин. Василий всегда боялся отца. Он боялся его в детстве. А когда уже был он генерал, лейтенант авиации, весь увешанный орденами, он так боялся отца, его буквально трясло. Он сидел там, как-то так, на кончике стула. Вдруг отец его спрашивал что-то там, какой-то вопрос насчет там авиации, самолетов. Он никак не мог найти ответ, он начинал как-то метаться. Но он пил уже, конечно, очень, он был нервный, но он боялся тоже. Он не мог найти ответ, тогда отец говорил, ты пьешь, ты что, пьян? Или ты с похмелья? Что с тобой? И тогда уже Василий совершенно не мог, так сказать. Это было ужасно было на него смотреть. Вообще он был большой ребенок.
Что бы ни писали, ни говорили, он все равно был большой ребенок. Искалеченный, испорченный, понимаете, но все равно ребенок. Он умер, ему было 41 год. Мальчишка, который в 20 лет, в 19 они поженились с мамой, 5 лет прожили, война, приключения. Понимаете, ведь на войну я не думаю, что он так, как трагедию ее воспринимал. Он воспринимал ее немножко по-другому, я так думаю. Он командовал дивизией авиационной, вылетал на боевые задания, лез в драку буквально без огляду. Была такая штука, что Василий подбил самолет и за ним погнался, не глядя, что делается у него за спиной. А к нему Мессер подошел уже совсем. Это рассказ Прокопенко. Ну, герой, парень-герой. Правда, долго ему не давали героя. Видимо, потому что, может быть, что он дружил с Василием. И вот тогда Прокопенко, значит, махнул, думал, идти на таран или как угодно, но отбить этого Мессера. Мессер отогнал его. Ну, а потом рассказывает за то, что на земле мы, говорит, ему разбор полетов устроили. Говорит, правда, не били, только материли. А генералом он стал уже после войны. Ну, почти 25 ему исполнилось. И потом водка, которая все перемешала, все карты. Это же было, что врать. Это было, он пил страшно. При том, что был и добрым человеком, и талантливым человеком, и смелым, и все это при нем остается там, и так далее. Но углубляться, анализировать себя нет. И потом я всю жизнь помню фразу мамы моей, которую как-то пыталась его урезонить в его буйстве. И он что-то так подошел, он мама говорит, как, ну так, стоял, что-то смотрел вниз, курил, говорит, Галка, неужели ты не понимаешь, что я живу до тех пор, пока жив Сталин? В юношеском возрасте таком Василий не пил никогда. Здесь другая сторона дела. Кто-то его специально спаивал, кто-то, чтобы за его счет можно было выпить. Компании разные были. Но самое главное не в этом. Он так потихоньку втянулся. Уже после войны, когда-то мы с ним сидели на даче у него, он уже крепко выпил, наливает себе фужер. Я говорю, Вася, стоп, хватит. Все. Он говорит, а что хватит? А что мне? У меня, говорит, только 2 выхода. Вынул пистолет и показывает, вот, видишь, тут пуля. 1 выход. А второй этот фужер. Его перевернешь, и оно все так и рассосется. Ты же, говорит, знаешь, я-то ведь живу, пока отец живет у меня. Когда отец глаза закроет, Берия меня на другой день на части порвет. А Хрущев с Маленковым ему помогут, и Булганин туда же. А ты думаешь, легко жить-то под топором? Лично товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу считаю своей обязанностью доложить вам о состоянии здоровья Василия Иосифовича. Василий Иосифович страдает истощением нервной системы, хроническим катаром желудка и малокровием. Причиной указанных заболеваний является чрезмерное злоупотребление алкоголем. 16 ноября сего года у Василия Иосифовича внезапно дома около часа ночи во время просмотра кинокартины развился эпилептический припадок, полная потеря сознания, общие судороги мышц, прикус языка и выделение из полости рта пенистой жидкости. К сожалению, за последние 70 дней Василий Иосифович вновь стал много пить, и в связи с этим снова появились симптомы резкой интоксикации, отвращение к пище, похудание, повышенная раздражительность, плохой сон. Убеждения и требования врачей прекратить употребление спиртных напитков ни к чему не привели. Прошу вашего воздействия. Начальник лечебно-санитарного управления Кремля Егоров.
Василием я еще общался на аэродроме Тушино, когда был праздник авиационный. Тогда Сталин немножко припоздал, и там 4 или 5 ступенек на трибуну сначала, а потом уже вышел. И он там сбежал по этим ступенькам. Это 52-й год. Тогда командовал парадом Вася. Я с ним там общался. Вот. Надо сказать, что уже коньячок, утром я с ним увиделся, уже коньячок от него. В чем была историческая миссия, которую возложил на свои плечи Сталин и, так сказать, руководство тех времен? 1931 год. Сталин выступает с докладом и говорит: мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десяток лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. 31-й прибавьте 10. 41-й. Угадал ведь? Правительства СССР для обсуждения с советским правительством вопросов, связанных с событиями в Польше, в Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин фон Риббентроп. Господина фон Риббентропа встречали товарищ Потемкин, заместитель наркома иностранных дел, работники наркоминдела и весь состав германского посольства. Конечно, Сталин был абсолютно убежден в том, что Гитлер, немцы совершат агрессию. Это было абсолютно. Он понимал, что и большой помощи с Запада тоже ждать не приходится, поскольку на Западе была еще перед Второй мировой войной тенденция стравить нас с немцами. Геополитика сталинизма, геополитика гитлеризма, она пришла в противоречие. Гитлер пытался эти противоречия сгладить, пытался противоречия привести к единству некоторым. И когда заключали союз, Гитлер предложил разделить сферу влияния. Это известная вещь. Он предложил, что называется, построить империю, будущей империи, разделить весь мир на куски, так сказать, Америка пускай там копается на своей территории, имею в виду Южную Америку, и ей отдать это все. Германии отдать, соответственно, Африку и все, что связано, так сказать, там, Ближний Восток частично, а Россия пускай идет в сторону Индии, вот где-то там ее экспансия пускай и осуществляется. Иран, Индия, по этим направлениям. Вот. Я предполагаю, что Сталин, в общем-то, заинтересовался, очень заинтересовался этим предложением. И думаю, что он, так сказать, пошел на этот союз внутренне. Но внешне он продолжал играть. Он был человеком-игроком, нормальным, и хотел получить больше. И когда Гитлер стал передвигать границы, то, в общем-то и целом, Сталин захотел получить свою часть, как он тогда это понимал. И тогда у них, помните, начались трения Финляндия, Румыния. Вот. И Гитлер-то стал здесь осторожничать. Гитлер не стал идти на такой компромисс, потому что он считал, что Европа – это его. 19 июня 1941 года отец приехал из Ленинграда. Значит, он получил нормальное решение о том, что нужно идти в отпуск. Ну, лето, там очередь устанавливалась. Это первый, это второй, это следующий. Значит, надо идти в отпуск. Отец приехал и сказал Сталину, что у него тяжелое чувство, что немцы что-то затевают. Вот. Что жгут в германском консульстве бумаги, летит пепел. Вот. Что они убирают какие-то следы и что могут быть тяжелые вещи в ближайшие дни. На это ему Сталин сказал так. Значит, немцы упустили наиболее благоприятный момент для нападения на нашу страну в этом году. А было известно, что немцы собирались 15 мая нападать. Это и сейчас в литературе есть. А это уже июнь, конец. Немцы упустили наиболее благоприятное время для себя. Поэтому в этом году они, очевидно, не нападут, а они это сделают в следующем. 23 июня. В «Правде» напечатано выступление товарища Молотова по радио. Зазнавшийся Гитлер и вся его кровавая клика убедятся на деле, как сплочена и едина 200-миллионная страна.
как ни странно, Сталин оказался прав. Немцы упустили. Если бы они начали 15 мая, вот он сказал, эту фразу приводит Хрущев. Значит, я ее слышал от отца, что мы растеряли то, что нам оставил Ленин. Ну, как бы две опять позиции. Одна позиция то, что Сталин тут же, без всякого перерыва, без всяких перебивок психологических, взял руководство в руки и пошло и поехало. А вторая позиция, более основательная, более иная, понятнее, и зная уже натуру Иосифа Виссарионовича, действительно у него был психологический срыв. И я думаю, что это легко объяснимо. Настолько он, в общем-то, уверовал в свою силу, настолько он в свою силу предвидеть и предсказывать события, и понимать события, и он настолько уже был уверен в своей, так сказать, умении обыграть Гитлера, то я думаю, что он действительно струсил. Вот в эти дни настолько это было для него непонятно, неожиданно, что он пропустил вот этот удар гитлеровский. И похоже, что все-таки я склоняюсь к тому, что это правда, что действительно он скрылся, что у него был психологический срыв. Я даже думаю, что у него были большие проблемы с желудком опять. И в 2-3 дня он, наверное, отсиживался. Die Bevölkerung sieht in den deutschen Soldaten die Befreier vom bolschewistischen Joch und errichtet ihnen Ehrenpforten. Der geflohenen politischen Kommissare Moskaus, die die Bevölkerung drangsalierten und ausplünderten, tritt jetzt wieder der Dorfälteste. Deutsche Panzerkampfwagen stoßen nach Nikolajew vor. Die ersten sowjetischen Überläufer. Erstes Verhör gefangener Bolschewisten. В Белоруссии под Лиозной было сражение, после которого папа исчез. Пропал. Он так и числился в пропавших без вести. Я, кстати говоря, в тылу в немецком встретил одного солдата в тылу, который сказал, что он из батареи, значит, старшего лейтенанта Джугашвили, что вели бой огневой, потом вели бой уже, снаряды кончились, вели бой из ручного оружия, потом командир батареи повел нас в рукопашную. А потом вдруг внезапно пошла дезинформация от немцев. Но что такое за Родину, за Сталина? Атака – это мат. Ни ура, ничего, это сплошной мат. Все люди звереют, озлоблены начисто. Да, когда людей готовят, что мы должны за Родину, Родина за Сталина, поговорили. А в самой атаке этого быть не может. То есть все может быть, но это не характерно. Но другая вещь. Вот пришлось бой вести. Бой серьезный, успешный. Причем бой в тяжелейших условиях. Ну, я как командир полка потом пришел, там ребятам, которые там были, 3-литровую бутыль, четверть с водкой послал на то орудие. А я вел стрельбу, потом, когда уехал, значит, послал. Ну и там за отличную стрельбу от командира полка адъютант отвез, разлили, выпили, а мне прислали обратно. А там это без офицеров, это только солдаты, сержант, командир орудия. Вот, прислали эту же бутылку, и наклеена еще бумажка. Уважаемый командир, а мы за Родину, то есть, а мы за Сталина и против Гитлера готовы в огонь и в воду, и в самый Берлин. И все расписались. Это не политработники, это солдаты. Всю страну прошли мы там годы боевые, всю страну прошли во все концы. Вера, царь Отечества, да? Ведь он этот триумвират оставил, правда? Вера,
Бога убираем, на его место ставим Ленина. Царь убираем, на его место ставим Сталина. И Отечество. Скажете нет? И вот когда я, скажем, это разумно очень было сделано. Потому что он все-таки человек был, мне кажется, он все равно был человек, который от религии не уходил. От веры, вернее, понимаете, он не уходил от этого. Может быть, отходил, но возвращался. Ведь мудрый Бердяев очень хорошую штуку говорил, да? Помните, он говорит, что атеизм – это дверь к Богу с черного хода. И он очень болел. Чем отец болел, что с ним на самом деле, я так и не знаю. Это все в тайнах Кремля. Но у него был плохой желудок, у него был всегда, пищеварение было плохое, высокое давление было, сердце у него было здоровое, замечательное. По-видимому, вот он, может быть, такое нервное перенапряжение во время войны, потом он как-то сразу... Войны не было, можно было отдохнуть, и тут уже как-то разваливаются люди после этого. Это со многими так бывает. Мне, конечно, ничего даже не сказали. Это великая тайна от меня. Не знаю, почему так, но потом мне Ждановы сказали. Ждановых узнала, что как-то все думали, что вот он, наверное, умрет, и Жданов будет, так сказать. А Жданов этого боялся как огня, потому что Жданов совсем не хотел, так сказать, стать следующим вождем. Он был человек очень больной, у него было больное сердце. Будучи глубоко больным сердечником, он не строил никаких таких иллюзий политических больших относительно своей судьбы, зная, значит, свое, в общем, недомогание и понимая, что селенок у него не так много. 1947 год. Журнал «Октябрь». Тут, значит, это одна из моих первых публикаций «Влияние человека на природные процессы». Тут говорится о Вернадском, которого тогда никто не знал, и сейчас никто не знает. Вот. Тут говорится, кстати, говорится и о Мичурине, и о Менделе, о генетиках. Все тут на 47-й год. Июль. В августе я отдыхаю в Сочи. Нет, не в августе, извиняюсь. Ноябрь. Значит, дождь. Отдыхает и моя тетушка Анна Александровна. Вдруг к нам бежит дежурный. Вас требует к себе немедленно товарищ Сталин. Мы на машину, в Гагры, на холодную речку. Там состоялась очень интересная беседа. А я тогда был ассистентом Московского университета на химфаке у академика Несмеянова. Химик. Значит, он предложил мне другую работу. Ну что, станьте профессором, затем академиком. Прекрасно, с сарказмом он сказал. Вот. Вам нужно пройти школу партийной работы. И вот тогда взял он меня через пару месяцев на партийную работу. В аппарат ЦК. В сектор науки. Наша главная задача – поднять университетское образование. С чего начать? Давайте построим новый корпус, комплекс зданий для Московского университета. Вот так возник комплекс МГУ, как он сказал, на Воробьевых горах. Когда я уже работал в ЦК, конечно, я пригласил Александра Николаевича Несмеянова, он был ректором университета. Я говорю: Александр Николаевич, вот есть такая идея, есть такая мысль, значит, нам нужно подготовить записку на эту тему в руководство.
Эту записку мы подготовили, и она пошла наверх. Значит, ее передали из аппарата Сталина в московские ведомства. Тогдашние. Вот. Через несколько недель нас приглашает руководство Моссовета, Московского городского комитета. И говорят нам, что вы тут написали? Создание университета, да еще в проекте 10-12 этажей. Так там лифтового хозяйства не хватит для переброски студентов. Университет не может быть выше 4 этажей, нам сказали. Ну, хорошо, 4. Давайте теперь поедем выбирать место для университета. Сели по машинам, едем. Кончается Москва, начинаются перелески. Доезжаем до селения, которое стало потом знаменитым Внуково. Там аэропорта не было. Там было большое поле, чистое. Ну вот и говорят эти начальники, вот здесь построим 4-этажный университет. Проходит время, нас вызывают уже в политбюро. И вот тогда Сталин говорит, что вот тут есть предложение о создании строительства университета. Давайте так. Место Воробьевы горы, высота 20 этажей. Предусмотреть для каждого студента отдельную комнату. Сколько будет студентов? 6 тысяч. Смеянов говорит. Значит, ну, 6 тысяч комнат. Вячеслав Молотов вмешался. Он говорит, товарищ Сталин, да скучно студенту жить в одной комнате. Давайте хоть по двое разместим, чтобы не скучно было. Ну, хорошо, давайте, так сказать, будет 3000 комнат в общежитии, а не 6 тысяч комнат. И давайте так, речь не должна идти только об одном университете. Давайте подумаем о строительстве материальной базы университета в других городах. И вот тогда началось университет в Харькове, университет в Минске, университет в Воронеже. В 1934 году, значит, я, будучи, мы были у Сталина, отец, мать и я, и там познакомился я с его детьми, с Васей и со Светланой. Тогда же я познакомился с Яшей. Но Яшу я видел только один раз, был у него дома в гостях. Очень красивый парень был, он в артиллерийской академии Дзержинского тогда учился. Но трагическая судьба его известна. А тогда завязались наши просто знакомства и с Светланой. Вот она была еще до войны девочкой, а потом уже после войны встречались, и так сложились добрые отношения. Он ей нравился, он действительно был обаятельный такой человек. Душа общества, как говорится, веселый, играл на рояле, пел, шутил. Юру Жданова Сталин все время ее пихал в спину, что он очень хороший, а папа Юру тоже пихал в спину Юру к Светлане, так она говорила, это ее слова, что она очень хорошая. И она говорит, ты знаешь, фактически у нас даже, может быть, особенно и любви-то страстной не было. Но вот как говорят, вот жених, невеста, знаешь, как бывает, телетесто, да. И она говорит, ну мы решили, ну уже давай поженимся. Дома у нас в Кремле тогда мы жили, отметили узким кругом, вот, друзей. Ну, отца уже не было, отец умер же в 48 году, а это было в 49-м все. Вот. Поэтому говорят, что вот, значит, Жданов Андрей Александрович был родственником Сталина, он не был. Вот. Да, это тоже, понимаете, передержка историческая. Дорогой папочка, что касается Юрия Андреевича Жданова, то мы с ним еще накануне Нового года решили окончательно расстаться. Это было вполне закономерным завершением после того, как мы почти полгода были друг другу не муж, не жена, а неизвестно кто. И после того, как он вполне ясно доказал мне не словами, а на деле, что я ему ничуть не дорога и не нужна. И после того, как он мне вторично повторил, чтобы я оставила ему дочку. В результате этого события возникли некоторые вопросы чисто материального характера, о которых мне хотелось с тобой посоветоваться, потому что больше мне ждать помощи неоткуда. На великодушие Юрия Андреевича держаться очень неприятно.
а у меня все-таки 2 детей. Когда отношения наши, так сказать, испортились, он это не одобрил, это ясно. Это она мне говорила. И могу сказать, и не утаю, и публично, значит, что я по-прежнему и позже сохранял товарищеские отношения со Светланой. И когда она уехала и приезжала сюда, обязательно встречались. И более того, когда я был делегатом 20-го съезда, когда вот я услышал на закрытом заседании речь Никиты Сергеевича Хрущева, я подумал, что завтра все это обрушится на Светлану. Я пошел не домой, я пошел к ней, чтобы ее предупредить. Понимаете, может быть, я не объективный, как хотите меня называйте. Светлана очень сложный человек, с очень трудным характером, безусловно, и с трагической покалеченной судьбой. Это все однозначно. Но я ее обожаю. Понимаете? Я считаю ее безумно умным человеком, очень тонким, очень каким-то ранимым человеком и так далее. То, что она может сама ранить, может, да. Но мне она очень нравилась. Мне нравилось, когда я был еще мальчишкой. Мне нравилось приезжать к ней в дом, приезжать к ней на дачу. Я даже помню запах вот этих комнат у нее, понимаете? Какой-то такой тонкий аромат в этих комнатах, я их помню. Мне нравится, как она одевалась, мне нравится манера ее, мне нравится, как она причесывалась, как она говорила, знаете, как она складывала руки как-то там и так далее. В ней был какой-то невероятный шарм всегда. Шарм. Думаю, он долго считал, что я была ребенок. И когда мне было уже за 20 лет, наверное, 25, так вот, он вдруг стал говорить о моей маме, вот, и как она умерла, и все. И я так перепугалась, я не могла этого слышать, потому что я боялась, что он начнет сейчас... Мы привыкли его считать очень сильным. И когда я чувствовала, что он хочет мне что-то сказать, вот очень такое личное, и он, по-видимому, очень хотел. Я вдруг чувствовала, о, боже мой, нет, я не хочу. Я сразу как-то от этого убегала.